Баня. Ну, то же самое, как и в прошлом году. Также я снимал для вас. А крыша тут развалилась. Все. Вроде еще как-то стояла. Это старая изба. Ну вот. Охотников в этом году, смотрю, не было. Чолом зарокарка. Лейшотчины. Отдохнем. Да, мужики в этом году не приезжали сюда. Вот этот ручей, который сегодня я переходил, это один из истоков такой, ну, как бы впадает в этот ручей. А этот основной еще на два части вот так расходится. Где-то развилка недалеко, ну, от Силы на 400-300 метров отсюда. Там будет развилка. Налево пойдет один уст такой ручей. И вправо. Вправо это далеко. Я до Верховья ходил зимой на лыжах. Эти места хорошо мне знакомые. Трудно проходимые места, вообще жесть. Слева вырубки там вообще лесопунтовские старые. Там чаща такая, блядь. Здесь вот этот участок тоже. Где вот ручей, вот. Другой берег. Надеюсь, видите. Но очень тяжелый путь. Но мне хочется туда ходить. Хочется. Просто интересно. Вот на этом ручье больше избушек в принципе и нету. Здесь одна изба у старого промысловика, ну, который уже перестал ходить. Он ходил там по просеке и до Верховья, до Ухтинской границы, считай, блин. У него избы так стояли. Фанат такой охотник. Ты редкость такие. Вообще сейчас вообще таких нету. Все. Охотников таких промысловиков. Да, чувствуется усталость. Немножко подустал даже. Ну, дрова то же самое. А вообще с прошлого года тут никого не было. Короче, Антон Михайлов, тебе привет, это Олега. Поснимаю твою избу. Самому, наверное, тебе интересно будет. Как бы, кто был, кто не был. Да никого тут не было с прошлого года. Как было, так и есть. Что-то там бардак вообще, непонятно, что происходит. Сейчас надо посмотреть. Забуксовал Олег. Чё вам за рокерка? Мыши тут. Мыши, короче. Вроде зверьки здесь, чтобы заходить, негде. Но ну, вот эта пачка просто откуда-то выпала. Эта махорка тут была. Вот. Все это хозяйство откуда-то упало. Где она была? Да, ночевал я не раз тут в этой избе. Хорошая печка тут. Мне очень нравится эта изба. Очень нравится. Просто вот, ну, блин. Нормальная изба. Что-то искосилась труба. Непонятно почему. Почему так? Да. Как будто печка сдвинулась с места. Или неправильно установили что-то. Вот так. Ладно, посмотрим, что тут. Нагадили, конечно, будь здоров. Махорка тут остатки были. Посмотрим. Запись. Мой запись, наверное, только тут. Вроде никто тут не... Ну да. 18 октября я тут был. Сегодня 19. Блин. Точностью до миллиметра. Как по расписанию хожу. Вот. Сегодня также напишу что-то. Ништяк. Охотников не было в этом году. Вообще. Наши, кто отсюда, от наши, ну, одноклассники мои сюда тоже приходят зимой, но они что-то
Что-то они перестали ходить. Водка делает свое дело. Так, сегодня получается 19-е. 10:21 уже. Сейчас я немножко напишу тут. Короче, в 2 словах написал, какая погода, что видел, кого видел, чьи следы видел. Все, пьем чай и идем дальше. Хорошо. Прохладно только. Все как было оставляем. Вот так вот. Тулан тоже там. Так, на улице надо чай пить или я не знаю, блин. Что-то тут вообще некомфортно. Или подубраться немножко. Сейчас займусь этим. Блин. Верьте, не верьте, ребят. Сигарету, все. Полностью съели мыши. Тут 2 пачки вроде в прошлом году было. Полностью все съели. Пустая коробка. Это да. На махорку перешли уже, блин. Вот это сколько. Лома тут. Мусора. Мама не говорит. Ой. Это только мыши. Свиньи, блин, эти. Действительно свиньи. Ну вот. Немножко хоть порядок. Блин, это срачно. Как я не уважаю. Честно, противно. Столько мышей тут. 2 пачки сигарет вроде как мужика оставляли в прошлом году. Такая дырка и все. Они просто махорку съели. Просто удивительно. Для меня это удивительно. Не знаю, как другие, но... Вместо скатерти. Чтобы еда не прикасалась к этим. Собаки надо дать хлеб. Накормить тоже бездельнику. Да. Пока так дам. Немножко сало еще. Вот эти куски собаки дам. Тула. 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 Ты уже на охоту пошел? На. Ох, чай. Чай. Ешь. Пусть ест. Это морда так называемая. Да. Они, наверное, уже так себе охотники, думаю. Несерьезно относятся к охоте. Может, что-то случилось, и из-за этого не приехали. Но что-то не то. Охотник должен каждый год приезжать. А не раз 5 лет или раз 10 лет, конечно. Проголодался. И чего, кастрюля каши у него. Съест дома.
Будем ночевать в избе своей. В гостях, конечно, тут хорошо, но дома лучше. Вот так. Короче, сейчас я немножко тоже покушаю, чай попью и пойдем дальше. Вот так вот. Самое главное, избу покрыли чем-то, я не знаю, каким-то баннером, может. Сейчас не протекает. Много зависит от крыши. Если крыша протекает, изба быстро сгниет. Так что, если, скажем, не получится приехать вам на избу, крыша целая, ничего с ним не случится. Я дверь приоткрытым оставлю. Буду уходить. Пусть проветривается. Воздух пусть гуляет. И дверцы она тоже на печке приоткрытым оставлю. Картошку съел, остатки тулану дам. Ну и чай с сыром еще попил. В принципе, не надо кушать особо. Там, когда ждал, то она немножко тоже чай попил. Да. Как подумаешь, когда-то тут кипела та же охота по-настоящему. Не в эти года, скажем, а вот лет 20-30 назад. Когда вот лесопунктом здесь вырубал лес, прям недалеко тут трасса проходит. И вот по этой трассе на эту печку и привозили, может. Избу построили. А до этого старая изба была. Значит, еще вот раньше уже охотились тут. Получается, из поколения в поколение там и дальше раньше охотились. Вот тогда, наверное, дичь-то и водилось много. Промышляли, штатные охотники были. Куницу принимали, тетерок принимали. Даже я уже перерассказываю, конечно же, но думаю, интересно многим узнать. Там раньше, когда я пацан был, школьник, бабушка работала в госпромхозе трактористкой. И она просто вот покупала в этом тетерок. Когда, скажем, дед уже, это моя пикает там, дед работал в лесу в тайге вальщиком. Зимой я на охоту тоже не выходил, а штатные охотники сдавали в госпромхоз, и оттуда уже рабочие покупали. Просто покупали мясо, лосятину и косачей. Я помню, хорошо помню, вот косачей бабушка брала. Что почем не знаю, но все продавали. Представляю, сколько дичи тогда было. Море. А сегодня что? Ну, я в рябчика стрельнул один раз. Все. А сколько уже прошли? Мама, не горюй. Еще 7-8 километров мне еще топать. Сегодня 20-ка, наверное, точно будет у меня. 20 километров. Вот смотрите, тулан лег. Просто там лежит и все. А за порог он ни шагу. Я его так приучил, и он понимает. Он в избу не зайдет. И мне писали вот западно-сибирские лайки.
Вот Тулан, западно-сибирская лайка. И они умные. Действительно, они умные, понимают. И если вот по-настоящему заняться этой собакой, я думаю, они, да, действительно умные, послушные. Но бывают и непослушные. Моменты такие. В селе, дома это... Он неуправляемый. А здесь он слушает меня, понимает, подходит. Без проблем. Проблем в тайге у меня пока с ним не было вообще. Вот за эти дни. 2 недели и больше уже. Дома он неуправляемый. Он, если сорвется, я его не поймаю. Долго не поймаю. Он опять уже вон туда куда-то ушел. Поручу. Непоседа. Так, тут вот веточка. Для чего вот? Для меня чуть-чуть непонятно. Для чего это ставится над дверью? Вот это я не знаю. Что-то вот новое для меня. Короче, спасибо большое, изба. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Вот так вот. Немножко приоткрытым, наверное, все так и оставлю. Потому что пусть циркулирует воздух. Вот. Немножко. Все. Потому что изба должна дышать, потому что вытяжной ничего, окошечка нету. Я не увидел. Пусть дышит изба. А так, в принципе, все в порядке. Это я говорю хозяевам. Если смотрите меня, с избой все нормально. Нигде ничего не протекает. Сырости я нигде не увидел. Плесени нету. Дровишки как оставляли, так же есть. Все четко. Все очень нравится. Так и должно быть. Крепкая, хорошая изба. 100 лет еще простоит. Вон, смотрите, на смолистых чурках, наверное, поставили. Вон там, наверное, тоже в углах. Вот, еще одна странность для меня, что я новое увидел, это вот для чего? Это веревки. Вроде длина одинаковая почти. Почему вот, что тут вешали? Вот это для меня тоже загадка. 2 штуки таких я увидел, чего я не знаю. Это на двери, получается, от можжевельника, наверное, ветка. И эти веревки маленькие. Что тут развешивали? Вот я смотрю и не могу понять. Тула, пошли. Все, идем. Да, нету, вытяжки нету вообще. Конечно, капитально тут надо еще закрыть. Этот водосток хороший сделали. Капитально все закрыть надо, но... Так, это тут... Вот там только немножко плесень я вижу. Это бревно. Это она от... Или где-то что-то... Да вроде нет. Свежей течи нигде я не вижу. Это, наверное, от старой, когда вот еще не укрывали этим баннером. Тогда вот протекало. Вот возле трубы тоже протекало. Было дело. Все, пойдем. И самое главное, ребят, надеюсь, вы уже заметили, кто вот каждый год меня смотрит. Вот в прошлом году я приходил, оказывается, 18 число было. 18 я еще здесь был. И помните, я еще рыбачил. И картина та же самая. Также снег, такое количество. И на один день только вот в этом году снег позже выпал. Так что примерно ориентировочно от 17 числа уже надо ждать вот первый снег такой. Да. Еще это надо запоминать. Приметы такие вот. Вот так вот. Блин, когда вот так идешь без такого экшена, что ли, блин, нигде никто не взлетает. Уже становится охота как-то
тоже я не знаю, что ей сказать. Вот так вот все выглядит. Первый раз, когда вот я увидел эту избу, с этой стороны мы шли. И наткнулись. На амбар наткнулся. Пум! Смотрю, амбар, смотрю, изба. Первое знакомство вот такое было. Потом запомнил, начал ходить. А сейчас уже в навигаторе все это дело. Так, вот видите солнце? Прям на солнце и пойдем так. Ребят, смотрите, какой здоровый муравейник. Редко-редко такое я увидел. Видел. Такой огромный. Забросили, конечно, уже давно. А, нет, смотри. Тут еще живой. Сколько тут иголок, прикиньте. Сколько труда, сколько всякой щачины они натаскали. Это же, блин, 1,20 м высотой. Ширина диаметром примерно где-то, если поперек, 2,5 метра, наверное. 2,5 на, получается, 1,20 м. Мама, не горюй. Остатки вот как-то обновление какое-то идет, но все равно вот этот подъем надо поднять. Иголку. Щилище, конечно, у них. Это да. А Туланда гоняет. Я перешел ручей, тот самый ручей, где с утра сегодня я петлял, что-то непонятное происходило со мной. И до сих пор я не могу понять, где я почему-то потерялся. Ну вот, тут уже встаем на обратный путь. Здесь уже следы мои будут. Да, вон они. Вот. И тут, в принципе, будем шуровать мы строго на юг. Строго на юг по прямой. Никуда уже, наверное, не повернем, потому что если будем кружить, поворачивать куда-то влево-право, стемнеет. Вот, так что в эти края уже придем в будущем году. Следующий сезон охоты, следующую осень. Вот. Достаточно в этом году уже бродили. Короче, ребят, теперь все стало мне полностью ясно. Вот тут, в этом месте, с просеки я пошел налево. Налево пошел. По идее, я должен был, вот видите, вот просека, я должен был срезать вот так, срезать. Потом перейти ручей и дальше идти. Но у меня ошибка была. Я так пошел, ну, солнца нету, снегопад, ориентира такого нету. Я просто шел. Все время так, полукругом. Знаете, незаметно для меня перешел просеку, дальше пошел и попал на ручей. Там я, короче, перешел и уже начал понимать, что я что-то не туда пошел. Короче, вот такая фигня получилась у меня. Там я развернулся, обратно пошел уже по навигатору. Короче, опять я перешел эту просеку, и там уже нормально перешел. Пипец, как быстро можно заблудиться. Поверьте, это же так надо. Вот я должен был вот так идти, прямо вот срезать угол. Вот я вот просеки я так именно хотел срезать, потому что я этот участок знаю, все четко я знаю. Но видите, как в голове компас может запутаться, блин.
Я вместо того, чтобы прямо идти, я пошел вот так, полукругом. Пипец, я сейчас... Я где-то сейчас увижу свои следы. Здесь следов нету и не будет. Я видел эту лопату, которую я в прошлом году устанавливал. Капканы. Я это нашел. Это у старых охотников. Я все повесил. Может, братья у него возьмут, или я не знаю. Но висит и висит уже второй или третий год. Вот. Вот видите, вот мои следы. Вон они следы. Я просто должен был срезать. А у меня вот все в голове помутнилось, и я пошел так. Вместо того, вот туда, я пошел вот. Я не знаю, что и говорить. Берите с собой компас. Не забывайте компас. Обязательно берите с собой. В такую погоду запросто заблудиться, запросто. Вот так. Тулан набегался вон впереди. Тоже хвост отпустил уже. Но и мне тоже надоело. Хватит. Только вперед домой. В избу отдохнем. А завтра уже мешки будем собирать. Вот так вот. Целый день на ногах и без глухаря. Ё-моё. Бывает же такое. Целый сезон без глухаря не смогли подстрелить. Да. Я уже у лодки. Тулана еще нет. Придется подождать. Разминулись где-то мы. Придет. Подожду. До кем нам успели. Думал, сегодня не успеем. Ну-ка. Фу. Вот это вкус, так кислятина, так кислятина. Ой-ой-ой. Фу. Бывают такие кусты попадают. Очень сладкие. Не знаю, долго ли он будет ходить. Сегодня целый день пропадал. Целый день. А редко, когда он придет, смотришь, уйдет и с концами. Час, может, дольше. Первое время вообще ждать пришлось. Сколько прошли мы. Без него, думал, уже он лодку будет ждать. Вот так. Ну, снег полностью не растаял. Вон там на другом берегу видно, да и тут. И сейчас вот так местами начинается так снежок. Слышь, вон он. Тула, бездельник, ну молодец. Вот это собака, понимаю. Давай, вон, все, вон. Так бы на буран еще садился, вообще цены бы не было тебе. Действительно. Молодец. Опа. Подожди. Упс. Ладно, ребят, пока выключаю еще. Тулан уже наелся, ждет меня. Время ровно 4 часа, 5 минут. 5-го. Вот так. Сейчас по-быстрому надо в первую очередь накормлю собаку и затопить печку, погреться. Руки замерзли. Красные вообще. 4 часа 50 минут. Быстро я справился. Время. Ужин. Быстро справился, это приготовил. Вчерашняя картошка, остатки с яйцом пожарил. Перемешал с яйцом и такая жаркая получилась.
Кроме этого еще тут у меня еще перловка. Перловка с этим. У рябчика печень и желудок, который я уже рассказывал про это. Очень вкусно тоже. Прям деликатес. Да. Вот это настоящее. Каждую охоту всегда собираю, накапливается, потом варю. Именно с перловкой. Очень вкусно. С картошкой не пробовала, а вот с перловкой, да. Ну что сказать про сегодняшний день. В принципе, поснимал, как все было. Прошли немало сегодня, мощно прошли. Такие козырные места обошел. Но также безрезультатно. Все, это была последняя охота в этом сезоне. Больше на глухаря я не пойду. Завтра уже с утра потихоньку, не спеша буду собираться. И поедем. Сегодня по снегу хорошо, интересно было. Прям я насладился этим походом сегодняшним. По возможности поснимал, показал. Но глухаря как-нибудь в другой раз подстрелим. Именно черного, матерого глухаря, который от нас в этом сезоне убежал. Затаился, убежал, спрятался, не дал себя подстрелить, так скажем. Я вообще нисколечко не расстроен. Самое главное, это у человека, чтобы было здоровье, и в магазине было хлеб, и макароны не заканчивались, сахарный песок. А остальное это мелочи жизни, это можно без этого прожить. Вот так. Как и без глухаря, без чего-либо другого. Вот. Самое важное я перечислил. А сейчас я буду ужинать, ребят. Немножко буду экономить гигабайты. Завтра еще по пути, может, что-нибудь поснимаю. Вот. А сегодня, что по возможности, я показал, поснимал уже все. Я ужинаю и отдыхать. Встретимся завтра. Самое главное, вовремя мы пришли. С точностью до миллиметра я рассчитал по времени. И мы уже будем отдыхать в теплой своей избе. В гостях хорошо. Показал также избу у охотников. Но в своей избе еще лучше. Прям обожаю это блюдо. Обожаю.